Всем добрый день! Сегодня мы с вами поговорим об организации психолого-педагогического сопровождения процесса адаптации обучающихся первого года обучения к условиям реализации образовательного процесса в ВУЗе. Студенческая жизнь начинается уже с самого первого курса, поэтому успешная адаптация первокурсника к жизни и к учебе является залогом дальнейшего развития каждого студента как человека и в первую очередь как будущего специалиста. Поступив в новое учебное заведение, человек уже имеет у нас какие-то свои установки на жизнь, стереотипы, но в начале обучения они начинают немного видоизменяться и ломаться. Проблема адаптации студентов к условиям обучения в высшей школе представляет собой одну из наиболее важных задач. Социальная адаптация – это, как правило, процесс активного приспособления индивида к условиям социальной среды. Мы можем оценить, насколько успешно прошла эта адаптация по нескольким критериям. Во-первых, это уверенность в себе, ясность самосознания. Далее это ответственность, наличие своей линии поведения и, конечно же, умение преодолевать неудачно сложившиеся обстоятельства. Также у нас имеется противоположная ситуация, когда происходит дезадаптация. Что же это такое? Социальная дезадаптация – это частичная или полная утеря человеком способности приспосабливаться к условиям социальной среды. Социальная дезадаптация у нас означает нарушение взаимодействия индивидуума со средой и характеризуется невозможностью осуществления им конкретных микросоциальных условиях своей позитивной социальной роли, соответствующего его возможности. Вообще в психолого-педагогической литературе у нас определены внутренние и внешние факторы, которые способствуют успешной адаптации студентов. Как правило, внешние факторы включают в себя приспособление личности к объективным проблемным ситуациям, а внутренние уже направлены на разрешение каких-либо внутренних конфликтов и проблем личности. Мы же с вами более детально поговорим как раз-таки о внутренних факторах, которые у нас способствуют успешной адаптации. Эти факторы условно разделены на 3 блока. Это социологический, определенный возраст студентов, когда он поступает на первый курс, его социальное происхождение и какой был тип довузовского образования. То есть он пришел после школы, либо уже был на обучении в колледже и потом поступил в университет. Второй блок – это педагогический. Включает в себя как организацию образовательной среды, какая материально-техническая база имеется у вуза и, безусловно, это уровень педагогического мастерства преподавателя. И третий блок, психологический, он содержит как раз-таки вот эти индивидуально-психологические и социально-психологические факторы. То есть какой уровень у первокурсника интеллекта, какая у него есть мотивация, направленность и вообще какой имеется личностный адаптационный потенциал. Как правило, после поступления на первый курс восторженные их чувства эйфории исчезает уже где-то к концу сентября. На смену ему может прийти такие
виды их состояний, как лень, хандра или даже депрессия. Объяснить причину перемен в собственном таком настроении им порой очень даже сложно. Но мы все-таки попробуем разобраться, почему происходит такая социальная дезадаптация, какие факторы на это влияют. Итак, одним из наиболее актуальных это у нас в первую очередь новое окружение. Иногда очень сложно привыкнуть к новым людям, тем более в университете, потому что там как раз-таки появляются студенты различных социальных статусов. Тут может уже выплывать наружу некоторая закомплексованность, внутренняя неуверенность в себе, какие-либо неосознанные страхи, стеснительность, нерешительность. И именно поэтому у них может пропасть желание посещать занятия. И вообще может потеряться смысл в высшем образовании. Второй фактор, который может повлиять на их депрессивное состояние, это отношение преподавателей. Задачи преподавателей в ВУЗе – это в первую очередь предоставить материал, то есть внести новые знания уже в ранее усвоенный контекст, мотивировать дальше учебную деятельность и уже развивать полученные знания. То есть им вот эта активная, точнее, учебная деятельность может происходить только тогда, когда студент посещает занятия, когда он готовится и, конечно же, выступает партнером по обсуждению поставленных вопросов. В таком случае особых проблем у него не возникает. Новые предметы даются, конечно, не сразу, но нужно потрудиться, чтобы запал не прошел. Также будет уместно вспомнить правило студенческой жизни, актуально оно и по сей день, когда первый год ты работаешь на зачетку, остальные года она на тебя. Следующий фактор, способствующий депрессивному состоянию у них, это конкуренция или естественный отбор. Как правило, когда они поступили только в новую среду для них, да, они присматриваются к друг другу, и уже спустя какое-то время у них возникнет некий круг общения, некоторые симпатии, дружеские отношения. И это абсолютно нормальный процесс в любом новом коллективе. При этом нужно помнить, что в каждой группе первокурсников всегда есть куратор, который может помочь разъяснить какие-либо трудности в их студенческой жизни. Следующий фактор – это не нравится группа. Как уже я ранее сказала, что они попадают в незнакомый коллектив, где у каждого есть какие-то свои взгляды, убеждения на жизнь. Но не надо забывать о том, что помимо приятных собеседников могут быть и категоричные оппоненты, перед которыми им так или иначе придется отстаивать свою жизненную позицию. Это также нормальное явление, и это делает любой человек в любом новом коллективе, используя только какие-то определенные свои методы приспособления. И заключающий у нас пятый фактор – это повышенное давление родителей. Очень часто вместо содействия самые близкие люди оказывают повышенное давление. Они начинают напоминать им о будущей профессии и говоря, что это долг в первую очередь перед родителями, что это жизненный выбор, что родители затрачивают кучу усилий, финансовые какие-то трудности преодолевают.
И тем самым они давят на студента. Он чувствует себя обязанным, и нередко это ему портит настроение. На самом деле таких причин может быть гораздо больше, но важно помнить и вам, и студенту, вашему ребенку, что учеба и конечный результат – это первостепенная задача студента. Ей нужно следовать и преодолевать на своем жизненном пути самые неожиданные и не всегда приятные препятствия. Как же мы можем помочь студенту избежать чувства хандры, одиночества, чтобы процесс адаптации прошел наиболее благоприятно? Первый способ – это общественная деятельность. Когда студент поступил на первый курс, он должен понимать, что на протяжении всего обучения он будет выполнять определенную роль в университете. То есть у него будет определенная социальная позиция. Что же это может быть? Пример. Это студенческий совет, команда КВН, волонтерство, союз студенческих отрядов, клуб туристов, центр художественного творчества университета. Здесь может быть бальные современные танцы, хор, театральная студия. И нужно понимать, что это в первую очередь не только хорошая возможность зарекомендовать себя, но и продвинуться по студенческой лестнице, то есть обрести новых друзей, новых знакомых и ощутить уже собственную значимость, да, то есть незаменимость, а также повысить свою стипендию. Когда студент максимально реализует себя, то есть задействован в каких-либо предложенных сферах, у него не останется времени, чтобы скучать, депрессировать, то есть каждая минута, возможно, будет расписана. Второй способ – это спорт. Если в школе он занимался каким-либо видом спорта, то, перейдя в новое учебное заведение, он также может продолжать заниматься определенным видом спорта. На базе университета у нас имеются спортивные секции, поэтому, придя туда, он может пообщаться с тренером определенной секции, узнать расписание занятий, вид спортивных занятий и посещать их в удобное для него время. Совет третий – это расставить приоритеты. Придя в университет, нужно понимать, какие именно приоритеты он поставит перед собой. То есть ответить на 3 главных вопроса. Зачем пришел учиться, чего он хочет достичь и как будет осуществлять поставленные цели. Нужно это для того, чтобы в его голове был определенный некий план, к которому он смог действовать. Такой распорядок, опять же, ему поможет сосредоточиться на учебе. И у каждого студента должны быть какие-то амбиции. Именно они являются тем моторчиком, который заставляет его барахтаться в пучине знаний и новшеств. В целом это все преодолимо. Главное не зацикливаться на каких-то мелких неурядицах. Также у него должен быть контроль ситуации. Для этого он поставит перед собой также несколько целей. Это познакомиться со своими сокурсниками. С ними, как правило, ему придется поддерживать общение как минимум 4 года. Далее это наладить контакты с преподавателями. При этом, что ему требуется,
выполнять какие-либо задания, посещать, соответственно, учебные занятия, участвовать в обсуждении каких-либо тем и демонстрировать свою заинтересованность учебой. Поддерживать дружеские отношения с куратором группы. Да, он по необходимости поможет ему решать какие-либо проблемы и сможет ответить на поставленные вопросы. Далее также можно посоветовать это определить круг единомышленников, с которыми ему будет дальше комфортно и легко общаться. И завершающе это выступать инициатором, но в то же время не навязывать свое мнение безоговорочное коллективу. То есть уметь идти на компромиссы. Если он добивается этого, то последующие уже 4 года пролетят незаметно. Пятый – это изучение нового мира. Чтобы его не настигла хандра уже на первом курсе, да, нужно внимательно изучить ту среду, где он находится сейчас, полностью углубиться в учебный процесс и во всех его красках. Тогда и проблем в окружении не возникает, а новая обстановка не окажет повышенного давления на уже сформированную личность. Совет 6. Пробовать себя в роли учителя. Что же это значит? Регулярно давать возможность своему ребенку, студенту, первокурснику, да, пробовать себя в роли преподавателя. То есть учить вас тому, чему он учится сам. Это отличный прием, который помогает в развитии учебной мотивации. Поинтересуйтесь темами, которые рассказывали им на урок, на занятии, на лекции. Позадавайте ему вопросы. То есть поддержать его так, чтобы он почувствовал в ваших глазах свой авторитет. И тем самым вы построите уже более доверительные отношения с ним. Если у вас возникают какие-либо трудности, у каждого университета сейчас уже имеется доступный разработанный сайт, где вы можете найти интересующую вас информацию про структуру учебного заведения, про институты, которые имеются на его базе, проведение занятий, аудитория, успеваемость. Также можете обратиться по номеру телефона образовательного учреждения, где вы получите интересующую вас информацию. Помимо этого, задать вопросы можно куратору группы, да, про вашего ребенка, студента-первокурсника, и также у старосты группы. В принципе, адаптироваться можно в любом коллективе. Главное найти правильный подход к новому окружению. Знать или занять определенную позицию в обществе и продемонстрировать свою коммуникабельность. Тогда и учеба в вузе покажется веселой прогулкой в компании лучших друзей продолжительностью в 4 года. В целом, как говорят уже те, кто давно окончил университет, что студенческие годы – это лучшие годы жизни. Чего я и вам желаю. Упорства, терпения, ярких студенческих событий, и у вас все обязательно получится.